Якутский колледж инновационных технологий приглашает абитуриентов. Специальности юриспруденция, туризм, менеджмент, IT, земельно-имущественные отношения, дошкольное образование. Диплом государственного образца. Справки по телефону 36 91 91. Мы сегодня собрались полностью обмазавшись антисептиками, пришли сюда в масках и 2 недели ни с кем не контактировали, поэтому, пожалуйста... Я месяц дома сидел. Да, поэтому в комментариях не надо писать, что вот мы там что-то нарушаем. Да, собрались. Нет, у нас все ответственно и... Померили температуру даже, кстати. Да, и, кстати, приходил Вася... По 2 раза. Дважды померил температуру, поэтому имейте в виду, что у нас все под контролем. Мы без приветствий, без всего остального. Привет. Я так и знал. Ну хорошо, всем привет. У нас сегодня в гостях Дуалан. Это я. Расскажи, пожалуйста, сразу для тех, кто не знает, чем ты занимаешься. Я занимаюсь мероприятиями, делаю вечеринки, фестивали, опен-эйры. У нас с командой есть точка питания в парке. Парк сейчас не работает, ждем сезон. И в старом городе мы открыли еще одну кафешку. Плюс у меня химчистка обуви. У нас сегодня тема разговора, как предприниматели в условиях самоизоляции справляются, насколько вообще сложная ситуация, потому что многим интересно узнать, как же сейчас наш малый и средний бизнес справляется. Как вообще у тебя дела в последнее время? Ну, выручка, естественно, упала. В парке вообще ее нет. Парк закрыт. Парка нет. Ну, да. Ну, я не посмотрела, я смотрю в кадр все время. Потому что важнее Майя кадр. сломала телефон. Парка нет, выручка у всех абсолютно упала. У кого-то она вообще нулевая, кто-то закрылся. У нас уже существуют некие чатики между там рестораторами, владельцами баров, клубов, кафешек. Многие жалуются, многие сетуют на какую-то поддержку со стороны государства, но ничего конкретного, действенного пока не видно. Ну вот я хотел насчет этого спросить, потому что у нас несколько раз были анонсированы и налоговые каникулы, и кредитные, и тем не менее, насколько я знаю, это очень так пока не применяется повсеместно. Пока нет. Какие-то документы кто-то уже собирает, но так, чтобы вот я получил налоговые каникулы, нету. Вот я получил кредит на зарплату беспроцентный, такого нет. Там очень завышенные требования какие-то, и мало кто может претендовать на такие вот поблажки. Ну да. Не, вообще, смотрите, от этого есть плюс? Какой-то плюс хотя бы есть? Ну, в смысле, ясное дело, везде минусы, но какой-то плюс должен быть? Или нет такого? Ну, для некоторых это точка роста вообще. Все, что сейчас происходит, вот эта вот вся ситуация, для некоторых это возможность. Допустим, мы очень долго думали на доставку, точнее не думали, планировали, типа вот, было бы прикольно сделать доставку, а тут ситуация так сложилась, что нам пришлось сделать доставку, и она вот запустилась и работает. У вас сокращения были какие-то? Нет, ни одного человека мы не уволили, никому зарплату не понизили, все так же, как и до всей движухи. Но я хочу отметить, что очень многие люди в соцсетях часто пишут, что зачем нам вообще поддерживать бизнес, потому что бизнес — это по определению высокие риски с шансом высокого дохода, что, дескать, ну и ладно. И вот такие люди обычно не задумываются над тем, что действительно для предпринимателя в первую очередь главный вопрос — это как выплачивать зарплату своим работникам. Совершенно верно. верно. То есть это огромное количество людей, которые зависят от тебя. Непонятно, что делать именно с точки зрения того, как выплачивать зарплату. Ну, значит, сейчас у вас пока такой проблемы нет. Ну, конкретно у нас все работает, все прекрасно себя чувствуют. Но ты вот из этих чатов слышал, может быть, да? Да, многие уволены, у многих нету зарплаты. Сохранение зарплаты, оно в принципе невозможно, если нету притока денег. То есть у кого-то, да, возможно, есть какая-то подушка, но она имеет свойство иссякать. Ну, смотрите, потерял мысль. Давай, господа, Михаил Кириллин. Давайте порассуждаем, что можно было бы сделать конкретно государству для того, чтобы были какие-то действительно нормальные возможности для среднего и малого бизнеса. Лично мне в первую очередь кажется, что это предоставление вот этих всех каникул, отсрочек и так далее на
какой-то упрощенной основе. Именно в плане сбора документов, потому что... То есть подал заявку, Да, ответ да, получен. потому что я сейчас вижу очень много проблем именно в том, что люди просто ознакомливаются с перечнем документов и с теми условиями, которые предоставляет государство, и они просто, не подходят. То есть вот это... Ну, типа, все. Нет, самое глупое, это то, что говорят, ребята, сидите дома. Потом говорят, нет, несите пакет документов в контору. Нет, идите по всему городу, хоть на автобусе, хоть где, но принесите вот эти документы, чтобы получить какие-то... Это можно сейчас делать удаленно, но все равно Ну соответствовать их требованиям сложно. Ну да. Анонсировали вот эти хорошие какие-то, теоретические это не для всех инструменты. абсолютно. Да, но это абсолютно не для всех. Кому-то просто нереально, в принципе, эти документы собрать, во-первых. А во-вторых, там действительно условия часто не подходящие для некоторых предпринимателей. Допустим, одно из первых решений власти было отмена арендных платежей для арендаторов, для предпринимателей, которые арендуют федеральную собственность. Да. А таких, вы знаете таких? Я лично вообще ни одного не знаю. Да, я думаю, что в средней полосе, наверное, есть такие, да, но вот у нас в городе действительно таких людей я не знаю. Я не знаю даже вот этих помещений. Я не знаю, может, профсоюзы, и может быть, Да вообще в этих их указах очень много дыр. Допустим, безработным. Безработным сказали выплачивать МРОТ, да? Чуть-чуть превышающий МРОТ сумму, но при этом надо собрать документы и предоставить 2 НДФЛ. Это что такое? Это где я должен, Если ты не работаешь у своих бывших каких-то да, работодателей. вот именно. То, что, я когда-то работал, несите последние ваши 2 НДФЛ. Как я должен? Все закрыто, и как мне должны это выплачивать? То есть, как мне собрать этот документ? Никак. По вот этим вот выплатам для неработающих, я в Твиттере видел, ребята скидывали скрины. Поступление есть по 700 рублей. То есть вот это вот помощь. Классно у нас МРОТ в России. 700 рублей. что нас вообще всех ждет. Все, я знаю, что ждет. Сначала Тебя кладут в деревянную коробку. продлевают карантинные дни, условно карантинные дни. Наступают лесные пожары у нас, наводнения. Нет, сначала Лена идет. Лена идет. Потом Наводнения, потом пожары идут, Да. потом инфляция. Вау. раунд. Если честно, я когда услышал, что вот только вводится режим самоизоляции, я как-то сразу подумал, что это, как минимум, наверное, до сентября. И сейчас последние какие-то прогнозы я видел, это сейчас говорит 8 августа, предположительно, что снимут режим, но вот эти даты прогнозов, они постоянно смещались. То есть сначала говорили июль, сейчас говорят август. Но мне кажется, что, во-первых, до сентября точно нам ничего не светит в плане того, что выйти на улицы, потому что пока количество зараженных, прирост ежедневный, вообще не вселяет оптимизм. Смотри, снимут какие-то ограничения, да, откроется кафе, кафе скажут, у вас ограничения на 10 человек максимум вы можете пускать, но по-любому до конца этого года не будет больших мероприятий. Ни концертов, ни каких-то рейвов и так далее. Рейвов точно не будет. Имеется в виду, СЭХа не будет. Смотри, вот самое, что плохо, то есть люди, которые именно этим занимаются всю жизнь, вот этим проведением концертов и так далее, ничем не зарабатывают. Я сейчас тоже про себя говорю. Между прочим, у меня контракт слился на 300 тысяч. Миша говорит про себя, и я переадресовываю Дуалана. Так как, Миша, понятно, что насчет этого всего думать? У меня мероприятий тоже нет абсолютно. Мы сейчас какие-то развлечения онлайн делаем, но это все не монетизируется. То есть мы просто делаем трансляции, просто играем музыку, что-то показываем, какие-то активности делаем, но это все на бесплатной основе. И действительно, у меня есть ребята в команде, которые только этим жили, и они сейчас сидят дома. Знакомые диджеи некоторые работают грузчиками, таксуют, курьерами работают. Кто снимает квартиру. Да, то есть самоизоляцию ввели, а платежи какие-то обязательные не остаются. Никто не отменял, конечно. А есть, может быть, у тебя какие-то примеры, как люди нормально, адекватно смогли перестроиться? Но при этом самозанятым сейчас влепляют налог еще. Его анонсировали, в общем-то. Пока. Самозанятым. Пока его не ввели. И там то, что ты налоги с каждого перевода должен оплачивать. Да. Были бы эти деньги сначала. Что им переводить? Есть какие-нибудь у тебя позитивные примеры, как люди смогли перестроиться? Кроме нас, что еще нового приходит? Для брошаута, кстати, мы на прошлой неделе придумали, сидели, заказов по чистке обуви мало, потому что люди не выходят. Люди дома сидят, да, им незачем чистая. обувь носить. Мы запустили вывоз и доставку бесплатную, то есть у нас там в масках все такое безопасно мы вывозим, чистим, доставляем обратно.
И на прошлой неделе мы придумали, мы запускаем сейчас свое средство для чистки дома. О, это То очень есть круто. флакончик Мгм. наш фирменный, там средство для чистки, которым мы пользуемся. Мы заранее все готовим, там отправляем, продаем. Вот такая идея мы на этой неделе должны запустить. Это очень прикольно. Вот, многие сейчас в онлайн перешли, сделали сайт, наконец, там, типа, отправляют, привозят. Ну да, то есть не доходили руки тогда, сейчас все это сделали, и после выхода из карантина у всех все будет дополнительно. Очень много, с одной стороны, людей, которые дома хотят питаться едой, которой они привыкли, Мгм. там, допустим, ходить в кафе там, и так далее. То есть, с одной стороны, вроде бы общепиту не так тяжело, наверное, как каким-то другим областям. И тем не менее, вот расскажи по поводу заказов, как вообще сейчас, Заказы целом. есть, люди заказывают еду на дом, люди все-таки привыкли это делать, привыкли ходить в заведение, кушать ресторанскую еду. И заказы есть у всех, у доставок, которые давно этим занимаются, доставок стало еще больше. Некоторые, конечно, не успели, не смогли переформатироваться, и переформат у кого-то в принципе невозможен. Допустим, они занимаются едой, которую нужно есть здесь сейчас, а на доставку оно по дороге уже не в кондицию превращается. Тем ребятам, конечно, сложнее, но многие переформатировались. Многим уже выручку какую-то они имеют. У меня вообще идеи, что можно придумать в нынешнее время. То есть сейчас новое время, сидение вот это вот всего дома и заказов там, и так далее. Нужно какой-то новый бизнес можно придумать. Все в онлайне сейчас. Даже ребята тренировки по онлайну делают. Ну да. Там тренировки, образование, вообще все. Абсолютно все у нас в интернете сейчас. И заметили, да, что интернет у нас конкретно не справляется. Да, есть такое. Очень нет вообще. В особенности... Я вылетаю постоянно с каток. Я могу тебе сказать, что нас ждет через 2 месяца. Ты уже- Если ничего не поменяется. Ты уже сказал, лесные пожары. нужно. Не, это хуже, чем лесные пожары. Если ничего не поменяется, также будут все самоизолированные сидеть дома, и государство ничего не сделает по выплатам, начнутся бунты. Это точно, это вот 100%. Либо люди выйдут мародерствовать, потому что им нечего есть уже. У нас, конечно, в регионе не так пока остро стоит этот вопрос, но тут... На пороховой бомбе сидим. Ну, это всегда. Это была такая ситуация регулярно в какие-то кризисные моменты. Меня больше тут смущает вот какой момент. Мы все помним, когда, допустим, в Грейсе выходили из строя турбины, и мы резко понимали, что без электричества вообще-то в Якутске, ложись и помирай. То есть нужно бежать отсюда максимально быстро. И вот в нынешней ситуации мы знаем, что на все магистрали города большая нагрузка ложится, потому что все сидят дома. И тем более, что не все, не укомплектован состав очень многих жилищных служб и так далее. И вот если наступит зима, и тогда вот в условиях зимы будут какие-то проблемы. Для Якутска, мне кажется, это особенно... Это критично. Это особенно, да, страшно, потому что непонятно, что делать. В западном интернете, особенно в англоязычном, много пишут, что да, жизнь поменяется, вот не будет дискотек, не будет любимых ресторанов и так далее и тому подобное. Дискотека. Да. Это я просто сижу на старческих сайтах, на форуме BBC. Диско. Но давайте не будем забывать, что, допустим, в Китае 1,5 миллиарда человек живет, и им всем нужно питаться. И если что-то у них со сбором урожая пойдет не так, это уже большой вопрос. Не, Китай это другое. Это, знаешь, сравнивать тоже как-то странно, потому что китайцы совсем другие люди. Нет, от Китая зависит весь мир. Там очень От Китая зависит... Нет, я просто привожу в пример менталитет Китай. там другой. Я привожу в пример Китай просто потому, что там очень, чтобы вы понимали, страна и огромное количество ртов. Их нужно кормить. Ну да. И сельское хозяйство в основном вот в Китае, оно направлено именно на внутренний рынок. И если вдруг начнутся проблемы со сборами урожая, они начнутся, скорее всего. Вот тут большой вопрос, а что мы будем есть? То есть, ладно, допустим, в Якутске, наверное, не найдется человека, который там не умеет садить и копать картошку, к примеру. И, в принципе, у многих людей есть дачи, есть огороды, есть родственники на крайний случай, у которых можно там заниматься фермерством и так далее.
А вот, допустим, центральная часть России, там непонятно. Где не развитая агропромышленность. Да. И, то есть тупо есть-то нечего будет. Там что-то горит, кстати. Там тальники горят. Ну, в Якутске, в Якутске, не знаю, там, ну, конечно, очень плохо все будет. В Якутии, в деревнях, в населенных пунктах, конечно, все. Нет, Там и свет вырубают, там в год, там, по 3 месяца и так далее. Да, Когда я в Верхоянске жил, у нас вырубали иногда, там, 3-4 месяца не было света, короче. Мы такие, ну, ок, пошли на улицу играть. Да, безусловно, в деревнях, скорее всего, есть вот этот запас прочности, потому что не успели они. Не так зависимо. Да, не так подсесть на иглу электроэнергии. Электроэнергия сделает вас слабыми. Вот. А с городом, да, большой вопрос. Город вообще не готов к этому. Не у всех в доме есть свечи обычные. Да, кстати. Не то чтобы, если это зимой произойдет, то люди просто померзнут, потому что у многих автономное электричество это газовые котлы электрические. Да. У меня, например, кстати. Да. Ну вот, ты замерзнешь, значит. Не, я печку построю, мне все равно. Вот. Вообще, смотрите, знаете, вообще можно одним примером описать нашу страну. Хотите? Смотрели фильм «Платформа», который недавно вышел? Да, я посмотрел. Очень крутой фильм. Вот это вот наше общество. Вот так. Я читал, там, где спускается лифт с едой. Да, я понял. И внизу люди просто начинают друг друга убивать и есть друг друга. А наверху те, кто в достатке, они не знают меры. Да. Это очень, очень крутая метафора. Ну, это метафора на вообще весь наш мир, на всю нашу планету. На самом деле, теории заговора, вот мы говорили же в прошлом подкасте о том, что это, конечно, очень интересно и очень весело. И вот когда начались, вплоть до того, что какие-то официальные лица начали высказываться по поводу того, что Билл Гейтс чипирует людей, хочет, чтобы вымерло все человечество. Действительно, когда ты дома сидишь и вообще ничего делать, вот почитать вот эти все теории. Это же интересно. Это очень увлекательно. Это прям ты думаешь... Я фанат вообще этих теорий заговора. Это как серия секретных материалов. Ты смотришь, думаешь, Крис Картер, да, молодец. И самое-то смешное, что в условиях, когда нету притока свежей информации, никто же не может... Ты додумываешь. Да, ты начинаешь додумывать. Действительно, все сходится. И тут это кто-то сказал, там ты вычитал, тут посмотрел, и уже какие-то выводы у тебя. И пришельцы существуют. Да, пришельцы завезли штамм коронавируса. Да. Не, я слышал недавно, что обвиняли космонавтов. Это вы, космонавты, с космоса пронесли нам болезнь. А сети 5G, это вот что, оказывается, сети 5G у нас вызывают коронавирус. Которые пока не запущены. Которые вообще не работают, но уже успел от них мутировать коронавирус, вот эту страшную форму. Очень чудо чудесное, потому что. Чудо чудное, диво дивное. Даже во время постапокалипсиса есть предпринимательство. Конечно, есть. Даже. Древнейшая профессия. Дуалан, вот вы, предприниматели, готовы дальше вот так, год вот так вот вы продержитесь? Вот если все вот так вот продолжится, год можно вытерпеть? Или вы вообще вот за нитки сейчас держитесь? Я бы не сказал, что мы за нитки держимся. Мы работаем и освобождаются новые рынки. То есть мы можем зайти в другие какие-то сферы и опять-таки там что-то интересное сделать. Потому что сейчас закрываются, по моему наблюдению, те, кто не готовы были к этому. То есть склад ума такой не совсем по-современному, не совсем гибко там и так далее. Который что такое интернет точно? Это слишком грубо, но... Это слишком по-мишиному. Но в целом... то есть у которых не было какого-то определенного запаса прочности изначально. Есть даже новые чуваки, которые приходят, открываются, начинают работать. Сейчас несколько курьерских служб открылось. Курьеры сейчас очень востребованы. Это тоже новая ниша, новый рынок. Люди работают и начинают, запускают бизнесы. Мне, кстати, всегда было интересно то, что когда ты приезжаешь в Москву, последние, года 3, доставка Яндекса и Delivery Club, вообще все в этих рюкзаках, в коробках, желтых и зеленых. И я думал, почему в Якутске как-то не так развито? Нам уже маячок кинули, Delivery. Они собираются открыться и ищут партнеров. Конечно, с курьерскими службами это очень интересный фактор.
С одной стороны, это сулит какие-то доходы большие, с другой стороны, это люди, которые все равно будут подвержены... Не, ну, курьерская в наибольшему риску. Якутске вообще очень хорошо пойдет. Якутск маленький город, пешие курьеры, даже, ну, в смысле, даже на великах, которые... Это не по Москве, это тебе там кататься, да? Как бы. Уже есть велокурьеры, есть, да? уже есть велокурьеры. пешие курьеры. Ну, То вообще есть отлично. Уже начинается. Там дело 50 минут по центру покататься, по сути. Заказ принял. Быстрее машины можно добраться иногда. Иногда, да. Ну да. И бенз не тратишь. Для здоровья хорошо. Для здоровья хорошо. Для экологии. Будет- Планета будет настолько очистилась. Новая каста. Ким Чен Ын воскрес, кстати. Ким Чен Ын — это вообще отдельная история, потому что сколько раз его хоронили, но столько же раз в новостях там такой шум начинался, что все. А часто такое было? Я просто первый раз на памяти такое, чтобы... 3 или 4 раза было, но вот этот самый громкий, ну, видимо, потому что все дома сидят. А вообще, да, до этого, когда, если он где-то пропадал надолго, или там еще были какие-то репрессии, там кого-то начинали казнить срочно, при этом в отсутствии Ким Чен Ына, Мгм. все начинали говорить: о, что-то тут нечисто. И тут вот сейчас опять, там же 2 перебежчиков, которые в Южной Корее сейчас живут, они сказали: о, 100%, там, уже 80%, что все точно, сейчас и сестра Ким Чен Ына... там, Почти короновали ее. да, ее да. уже все. Воры. Сход северокорейский короновал. Но смотри, если даже он умер, мы об этом не узнаем. Настолько закрытая страна, что, тем более политически закрытая страна, то что мы об этом не узнаем. Ну, самое смешное, что сейчас она, в общем-то, не такая закрытая. Но не сказал. Туристы туда ездят. Ну, ездят, но Да. им Там очень много очень чего строго. запрещают. Да. И их водят только по тем маршрутам, по Нет, которым надо. это все понятно. Но я имею в виду, что если раньше туда вообще нельзя было попасть. М. То есть туда возили этнических корейцев, которые вот прям изъявляли дикое желание туда попасть. Сейчас занос приоткрылся. Да, сейчас, в принципе, более или менее, тем более уже налаживаются какие-то мостки с Южной Кореей, несмотря на то, что вот сегодня была новость, что была перестрелка на границе. Самое-то главное, что вот это новое поколение, которое, ну, вот и Ким Чен Ын, и его братья, и сестра, они получили образование в Швейцарии, Да. и они, в общем-то, воспитаны... Современные люди. Да, они Люди мира. в западной культуре воспитаны уже. То есть Ким Чен Ын любит баскетбол, поэтому там Денниса Родмана. Но они же, да, кореша совсем. Да, и поэтому мне кажется, что если вдруг случится такое, что действительно Ким Чен Ын, что-то с ним случится, и пойдет смена власти, мы об этом узнаем достаточно быстро. Но не сегодня. В этих условиях, когда мы все сидим дома, новостей очень много, и все... И все негативные. Ну, негативные, ладно, что любой новостной повод начинает... Да потому что люди дома сидят. дико обсуждаться, да. То, что раньше в обычном режиме жизни мимо тебя прошло бы, сейчас тебя... Сейчас все обязательно вовлечены, да. Вот журнал «Гламур» лишил какую-то женщину... Что, подписался на журнал Звание «Женщина года». И все об этом знают. Все об этом знают. Я Тодоренко? про Додоренко знаю. Так не, но это же интернет. своей уже, воли. как бы. Ну, в смысле, это же интернет-новость. То есть про такие скандалы всегда все знали. Ну... Нет? Скажем так, не из такого количества источников, не из такого количества розеток ты об этом Да, о узнаешь. Джигане вообще вся страна говорила. Вот, Джиган, да, казалось бы. Я никак не комментирую их семейное состояние, но в целом факт в том, что мы... Инфополе расширилось. Да, в плане того, как мы начали поглощать новости, такого, по-моему, не было на моей памяти. И я вот, допустим, перестал достаточно давно сидеть в Твиттере, но я представляю, что там какой-то, наверное, вообще какой-то ад творится в вакханале. Нет, Весело, кстати, весело. там... Сейчас что-то... Нет, Никто не ругается. скандальчиков нет. Ну да, что-то очень новости перестали ругаться. бурно обсуждают новости. Ну да. Любые абсолютно. Ну да. Ну, мне кажется, что скандалов нету, потому что личного общения практически нету. Люди сидят, а новостей-то, которые поступают... Сейчас же всё равно. самое время распускать слухи, по идее. А вы знаете, что он запас 10 килограмм гречи и ни с кем и не делится? Ну, о чем там? А вы распускать? знаете, что Михаил Кириллин 3 месяца уже сидит? Мне нравится, что Миша говорит о 3 месяца, как будто это какой-то большой срок. Это очень большой срок. Я и так до этого, часто сидел дома. Не так часто, чтобы месяц прям. Вот я А щас месяц- деньги у тебя не закончились еще? закончились. Что ты кушаешь? Еду, которая у меня есть, что запасы. А если закончится? Есть источник дохода. Мама,
Тут должна песня про маму запуститься. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Ну, в смысле, я сейчас чуть-чуть похвастаюсь, чуть-чуть зарабатываю на интернете, чуть-чуть. Но это мне хватает. Ну, то есть, типа, мне хватает ездить на такси. Ну, Куда? А? Хоть куда. Ну, имеется в виду, ну, не на автобусе. То есть, я очень... А? Я месяц не выходил. Я очень сознательный гражданин в этом плане, кстати. Я вообще не выходил. Из дома с 4 апреля я не выходил вообще. 2 раза выходил в магазин. Все. И больше никуда. Ни шашлыков, никуда вообще. Вот сегодня пришел сюда, но очень много думал, прийти или не прийти. Конечно же, прийти, потому что я одичал уже дома. Да. Вот. В плане общения, я не знаю, сейчас, кстати, Zoom, компания Zoom очень много заработала. Сейчас миллиарды долларов заработала компания Zoom. И, ну, все равно спасибо ей. То есть общение с людьми не прекращается. То есть те, кто хотят, общаются с людьми. Я вот каждый день общаюсь. Вот в плане того, что провоцирует карантин на развитие технологий, действительно Zoom. Но тут другой нюанс. Мне кажется, очень многие поняли, что все-таки одно дело, когда ты собираешься и командой что-то обсуждаешь, и совсем другое дело, когда ты на конференции. Это вайб. Да, то есть сложно иногда бывает на конференции в Zoom что-то объяснить. То есть неудобно это. И очень неудобно, там же прям все хорошо. Нет? Ну, вот что-то не то. Там есть виртуальный фон. Что-то не то. И это... Нужно иногда вот так вот дотронуться. Да. Миша. Да ладно, ты Мишу не трогай сейчас лучше. Меня месяц никто не трогал. Он сейчас может неадекватно среагировать. Есть люди, которые зависят от общества, есть, которые нет. Я не завишу. Я люблю быть один вообще всегда. Мне классно одному. То есть меня это вообще никак не напрягает. Ну вот я не могу сказать, что я прям такой весь из себя социальный человек, но тут важно понимать, что самоизоляция — это не только изолированность от людей, это еще и невозможность, допустим, выехать куда-то. То есть спокойно поехать... Ну вот, допустим, мы часто ездили в парк раньше и просто гуляли. Сейчас такой возможности нет. Ну то есть там можно перелезть через забор. Почему? Ты можешь выехать в лес? Ну вот, выезжаешь в лес, там... куча шашлычников, и полиция потом приезжает. Я, кстати, не понимаю людей, которые осуждают людей, которые в одного ездят куда-то там в лес. Типа, ты же никому не угрожаешь, по сути. Это в случае, если они одни едут. Но мало кто ездит туда один. В основном люди ездят компанией. Я пару раз с семьей нас 3 человек выезжали. Ну, вы же живете вместе, как бы вы никому ничего не угрожаете, вы просто поехали, там никого нет, по сути. Да. То есть это можно делать, никто этого не запрещал. Нет, и как бы это, мне кажется, нормально. А вот когда люди собираются большими компаниями, там, в 5 машин приезжают, но если ты едешь, допустим, по дороге, там, в Табагу, допустим, ты видишь, что стоят группы машин, то есть там явно много людей. Но тут такой нюанс. Мне кажется, шашлыки, не шашлыки, эти люди бы и пересекались бы и в обычное время. Ну, есть люди, которые ты доверяешь, типа, мы же сейчас сидим вот. Ну да, нет, конечно, есть свои нюансы, и тут сложно вообще какие-то критерии приводить, потому что у всех ситуации разные в жизни бывают. Но я вот из последнего читал вот эту дикую новость, ну, я уже говорил, что мужик сидел уже на карантине в больнице. Ну, не на карантине, его лечили уже. То есть его госпитализировали с коронавирусом. Он сбежал из стационара, прибежал к себе домой и перезаражал всю свою семью. Там 5 человек, по-моему, заразил. Я что-то про девушку такое слышал. Да, и вот девушка, и потом... Который пиво попить вышел. Да, потом у нас в Мархе вот пожилая женщина ходила, и тоже, ну, был риск того, что она кого-то заразит. Это же абсолютно безответственно. Люди понимают, что... То есть другое дело, да, когда ты понимаешь, что ты можешь подвергнуть риску других людей, ты, допустим, каким-то образом был там, ну, в контакте, может быть, или, ну, мало ли, может, ты просто в больницу ходишь, банально, и там риск заражения повышенный, все это знают. И вот такие люди, которые начинают там гулять по всему городу без маски, тусоваться со всеми. Но сейчас это и происходит, сейчас же неизвестно откуда. В Якутске вот сколько, 18 человек сегодня заболело, и неизвестно там часть. 48 позавчера. Мне понравилось, что есть такая формулировка, как хаотичное заражение. То есть просто ниоткуда. Человек месяц сидел. Очаг неизвестен. Да, очаг неизвестен, его госпитализировали. У него так самое плохое то, что в 70% не выявляется у людей, допустим. Ну, бессимптомно. Бессимптомно, да, проистекает оно. И потом
Часто ошибочные диагнозы ставятся. Как ложно-положительно, так и ложно-отрицательно. То есть человек может спокойно думать, что я здоров? Да, он на самом деле не здоров. Или наоборот, он может быть здоров был, но у него ложно-положительный анализ, его положили в стационар к больным людям, и он там заразился. Я вообще не хожу в больницы, я вообще против этого, потому что... Пока ты будешь проходить, сидеть в очереди, там ты Я вообще заразишься. считаю, что все болезни приписывают тебе больнице. Потом начинаешь реально болеть. Вот серьезно, я лет 15 не хожу в больницу вообще. И ты вообще не болеешь? Я, только простуда. И все, как бы, у меня ничего такого. Нет, один раз ходил, когда у меня нога отказала. Смотрите, у меня, кстати, вопрос. Как предостеречься от заражения коронавирусом вот именно в доставках? То есть есть же факт того, что, допустим, доставщик там, или повар там, или кто-нибудь там может там контроль идет со стороны заведения, со стороны предпринимателя. Каждое утро замеряют температуру, проверяют самочувствие. Все поверхности обрабатываются всегда. В общепите принято, в принципе, до этой движухи высокий уровень там, стерилизации какой-то. Сейчас это вообще максимально прям безопасно. А курьеры, там сумки обрабатываются, не все в масках, перчатках. Вы сами курьера обрабатываете, да, получается? Мы не пускаем курьера. Вы не пускаете? Мы ставим на столик, отходим, он кладет сумку, обеззараживает, сумку уходит. Бесконтактная выдача и бесконтактная доставка уже получается. Прикольно. И потом вирус же не может долго жить вне организма. Да. Там... на поверхности, на металлических пару достаточно часов долго, и на... На металлических вроде бы то ли 12 часов, то ли где-то так. Да. Суть в том, что, по-моему, в еде он там не задерживается. То есть через пищеварительный тракт заразиться очень сложно. Я читал исследование, что, в принципе, даже если ты, живой вирус подцепишь именно на поверхность рук и так далее, очень сложно от него заразиться. Если в носу... если только там в рот его тащить, тогда... Как Миша сейчас делает, да. Тогда да. А вообще самый большой процент заражения именно от воздушно-капельного, именно воздушно-капельным путем. То есть чихнул? Да, чихнул человек на тебя, да, и ты уже от этого можешь... очень высокий шанс заразиться от этого. Люди сейчас моют руки абсолютно везде, Я начал мыть постоянно руки. Я ношу с собой антисептики, никогда этого не делал. Эта привычка, мне кажется, останется прям у всех. Это правильная привычка. Многие шутили, когда еще были силы шутить, что наконец-то коронавирус научился мыть руки, в общем-то, что... Раньше с улицы зашел сразу, погнали, похавал. А сейчас захожу, я вот так захожу. Я вот так вот снимаю одежду, потом быстро и телефон протираю. Постоянно. Ко мне сын прибегает, папа, обниматься. Стоп. Ну-ка, 6 футов выстави. Давай, Дуалан, расскажи что-нибудь про специфику работы еще в условиях самоизоляции. Что может быть какие-то новые механизмы действия у вас появились в работе? Сейчас мы запустили, допустим, новый продукт. У нас вообще, в принципе, том-ям наш любят, его оценили, его очень хорошо заказывают. И тут мы придумали, а не сделать ли так, чтобы мы отправляли ингредиенты подготовленные, и человек сам готовил дома. Запустили такой пак, и он зашел. И сейчас мы готовим еще какие продукты. То есть это новое, раньше такого не было. В Якутске у нас, я не припоминаю, что такое было. И подобная движуха, она радует. То есть новое открывается, и это очень интересно. Знаете, у меня был очень крутой стартап, который, все засмеяли, такой, это проканает. Средства от комаров, то есть брать навоз лошадиный, да, именно якутский лошадиный навоз. Органический. Да, органический. В пакетах, в смысле, под брендированных пакетах их продавать, короче. А есть же эти спиральки, да? То же самое, но... Да. Или спиральки из натурального там лошадиного помета. То есть это же прикольный стартап на самом деле. Это такой прикольный. Я не говорю, что это бомба! Это я просто... бомба. Я придумал это где-то года 4 назад. И такой... И никто не поддержал. Такой, это прикольно. Да, это прикольно. Вот, мы нашли друг друга. Доставщик будет привозить том-ям,
И еще это Ну да, потому небольшой что, тестер. потому что вот эти аэрозоли, химикаты и так далее, они очень много содержат. А тут все натуральное, видишь, типа, это подойдет людям, которые любят все натуральное, типа natural. Я дарю эту идею кому-то. Если кто-то обогатится, дайте мне хотя бы 1% от этого. Расскажи, как ты думаешь, вот в течение там ближайшего времени, как у вас вообще будет идти бизнес, и что ты планируешь, какие у тебя вот мысли, планы? Будет сложно, однозначно. Деньги у народа рано или поздно начнут заканчиваться. Мы запускаем сейчас еще один продукт. Он чуть-чуть другой. Но будет интересно. Я буду держать вас в курсе. Готовится что-то интересное. Ну давай. Будем работать. Какой-то намек хоть. Будем работать. Но это будет доставка, это все будет о еде, это будет вкусно там, и так далее. К нашим зрителям обращаюсь. Если у вас какие-то еще темы есть для обсуждения, если у вас есть предложения по поводу того, кого пригласить к нам сюда в студию, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Да, камера там, за тобой. Лера в прошлый раз. Я просто подумал, что с ума сошел, просто в стену там сидишь. Месяц самоизоляции, он как бы не только для тебя не прошел бесследно. Кто-то говорит... Привычный твой собеседник, просто стена. Я утром просыпаюсь и болтаю. У меня также ковер на стене висит. Артикуляцию сохранять нужно. Привет. Так вот. Да, дорогие зрители, пишите, кого из гостей вы бы хотели увидеть у нас в студии. Пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо, что смотрели наш подкаст. Сидите дома. Пока. Всем пока. Снято. Восточно-Сибирский лицей объявляет набор на новый учебный год. Учебный план соответствует федеральным образовательным стандартам. Восточно-Сибирский лицей расположен в 203-м микрорайоне в новом учебном корпусе. Телефоны 36 91 91, 26 26 65. Якутский колледж инновационных технологий приглашает абитуриентов. Специальности юриспруденция, туризм, менеджмент, IT, земельно-имущественные отношения, дошкольное образование. Диплом государственного образца. Справки по телефону 36 91 91.